Меня тоже любит. Да, смотри, какой классный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, собрались все? Вроде да. Хорошо. Здесь мы, наверное, долго останавливаться не будем. Прошу сразу перейти в следующий зал. Там у нас выставлены работы местных художников. Пожалуйста. Девушка. Как сегодня называется? Как раз таки ничего интересного. Только зря потеряем время. Пойдем. Да нет, девушка, вы поймите, времени как раз и лежало. Мы затем и пришли, чтобы его угробить. Вы уж потрудитесь нам, объясните, что здесь такого представлено, а? Но если вам так интересно, есть у нас здесь один местный краевед, большой, так сказать, чудак-старичок. Вот он все время просил дать возможность организовать выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Дирекция в связи с очередными праздниками пошла ему навстречу. Предоставила удобное для работы время, помещение и материалы. Думали, что это будет нормальный зал боевой славы. Ну, знаете, со стендами, фотографиями земляков-героев и все такое прочее. А он вот что нагородил. Совершенно что-то непонятное. И что же? Весь этот хлам никакого отношения к войне не имеет? Ну, почему же? Некоторые, конечно, имеют. Правда, во время войны наш город был совсем маленький, важного стратегического значения не имел, поэтому серьезных военных освобождений в 1944-м здесь не было. В начале войны, в общем-то, тоже. Частей Красной Армии здесь было немного, да и то в основном тыловые. Серьезного сопротивления они оказать не сумели. Но все-таки в этом здании, например, располагался эвакогоспиталь. Говорят, когда немцы подошли к городу, большая часть раненых и медицинский персонал успели выехать на безопасное расстояние. Но кое-кто все-таки остался. И говорят, что все они погибли. Вот наш краевед все это раскопал и постарался предоставить здесь. Утверждает, что все эти вещи подлинные, хотя, по-моему, все равно получилось не очень-то убедительно. Честно говоря, на днях решено закрыть этот зал и сделать новую экспозицию. Пройдемте. Девушка, а этот пулемет что, тоже настоящий? Идемте, идемте скорее с нами. Не задерживайтесь. Тяжелый-то какой, а? Хорошая штука. И не охраняет никто. Лохи какие-то. Ведь если знающим-то людям показать, баксов за 200 со свистом улетит. Это мой пулемет. Извини, приятель. Да просто решил посмотреть, настоящий он или нет. А то ведь вы, музейные работники, любите всякую туфту подсунуть. Это мой пулемет. Да ради бога, я что, претендую? Я так чисто из любопытства. Ой, а куда эта ленточка делась? Только что здесь была, честное слово, я ж сам перелезал. А ну стой, где стоишь! Руки поднимай! Ты чё? Я тебе говорю, поднимай руки, а то буду стрелять в тебя без предупреждения. Приятель, ты давай полегче, а?
Ты что такой телебомб поднял? Из-за этой железяки, что ли? Да мне она нафиг не сдалась. Пользуйтесь сами. А я в следующий зал знакомиться с творчеством местных художников. Так что несите дальше службу по охране общественного порядка, я пошел. Я тебе сказал, стой! Ты чё? Ты охренел совсем? Он что, заряженный? Вы вот так просто заряженные пулеметы разбрасываете? Ничего себе, музейчик. Последний раз тебе говорю, поднимай руки, иначе будешь мертвый. Все, понял, командир, понял. Вот так правильно. Иди. Теперь говори, оружие есть? Документы есть? Какие документы? Какое оружие? Откуда у меня оружие? Я ж сюда не на разборки бандитские пришел, а к истории приобщиться. Теперь говори, кто такой. А ты сам-то кто такой? Сначала ты будешь говорить. Быстро говори, кто такой и как здесь появился. Ладно, не нервничай. Дмитрия меня зовут. Крушинский Дима. Временно безработный. Сюда попал через дверь. Шел мимо, смотрю, вывеска «Музей». А мне до автобуса еще целый час. Ну, я и зашел. Купил билет и зашел. Билет вот он, кстати. Вот, можешь посмотреть. Где музей? Где? Здесь музей, где же еще? Вот он музей, зал боевой славы. Ты мне врать не надо! Если дезертир, говори сразу! Я не дезертир. Почему не на фронте? В каком фронте? А в смысле в армии почему не служил? Говори! Откосил. Кого косил? Больной я. Язва желудка у меня, еще плоскостопие в придачу, поэтому в армию не взяли. Такой молодой уже желудка болит? А что, сейчас сплошь и рядом. У каждого второго какая-нибудь болезнь. Ты местный? Местный, ну то есть не совсем, я из соседнего городка, я к тетке приехал. Когда приехал? 2 дня назад на поезде. Врешь! Фашист еще в прошлой неделе вся железная дорога разбомбил! Зачем врешь? Фашист? Так ты, кажется, того немножко, да? В войнушку в детстве заигрался. Как я сразу-то не допер, что у тебя крыша съехала. Да ты хоть догадываешься, какой сейчас год-то идет, товарищ боец? 42-й! Юлай, что здесь происходит? Почему такой страшный грохот? Ты что, стрелял? Так точно, товарищ военврач 2-го ранга. Стрелял! И что случилось? Дезертира поймал. Дезертира? Какого дезертира? Да вон он лежит. Ты его застрелил? Нет, еще. Напугал немножко. Болтал он сильно. Плохой у него язык. Поганый язык! Мамаша, послушайте. Вы-то, надеюсь, нормальная? Этот псих контуженный постоянно с пулеметом на меня кидается. Вы позовите кого-нибудь, милицию, что ли? Этот парень конкретно вальтанутый. Так вы что, тоже? Вы заодно, что ли? Молчи пока! Я ничего не понимаю. Я тебе сказал молчать. Потом понимать будешь. Подожди, Юлай. Объясни, как он здесь оказался. Не знаю, товарищ военврач 2-го ранга. Я во двор вышел, Ну? немного дрова нашел, вам на костре похлебку погреть. Кругом тихо, все, наверное, ушли уже. Потом немец из пушки стрелять стал, сильно стрелял. Один снаряд даже рядом упал, ухо оглохло совсем. Потом сюда вернулся, он здесь. Пулемет руками брал, документов нет, слова непонятные говорит, но я его и Он поймал. во время обстрела сюда зашел. Да как нет, товарищ военврач 2-го ранга. Я все время за входом следил, никто не заходил. Не знаю, как он здесь очутился. Ну, давай у него самого спросим. Говори! Да что говорить-то? Я в музей зашел, к экскурсии пристроился, хотел пулемет поближе рассмотреть. И тут вот этот чудик при баба-бабе. Не чудик! Не чудик, а боец Красной Армии Юлай Сайдашев, понял? Понял. А ну повтори. Боец Красной Армии Юлай Сайдашев, который уперто верит, что сейчас идет 42-й год. А по-вашему, какой сейчас год? Да вы что, издеваетесь, что ли? Да сейчас уже век следующий. Я родился спустя 40 с лишним лет после победы. Вот дает.
накрыло. Прямо во двор попал, сволочь. Близко немец. Да, плохо. Думаю, часа через 2-3 они уже здесь будут. Боюсь, не успеет за нами машина прийти. Успеет, товарищ военврач второго ранга. Вот он. Успеет. А если не успеет, то мы сами уйдем. Ногами. Бросим все и уйдем. Да давно бы уже ушли. Ой, ведь медикаментов-то сколько осталось. Одеяло не все увезли. Ну это ладно. Главное, документы. Все документы здесь остались. Видишь, сколько бумаги? Нет, никак нельзя бросить Юлай. Ждать будем. Подождите, подождите, люди! Товарищ военврач второго ранга, а где Настя? Внизу готовится, ты бы тоже всю эту канцелярию в одно место сгреб, чтобы сразу, как только машина придет, загрузиться. Господи, успеть бы! Подождите, Сейчас сделаю. Вот. Товарищ военврач, а вы покушайте пока. Похлебка вкусная. Ой, да. Ну, много тушенки бросил. 2 суток же не ели, совсем голодный, а? Да-да, ничего не успела, как всегда. Ой. Да нет, я не хочу, потом. Ты сам-то ел? Ел, конечно. Что же? Сейчас действительно 42-й. Война. Немцы. Да не может же этого быть. Ну не может же такого быть. Откуда же здесь немцы? А тебя кто сейчас по голове шандарахнул, а? Юлай! А вас не попрыгнул. Юлай! Папочка, как же это так-то, а? Провал во времени. Черная дыра. О, попал. Кому рассказать, не поверят ведь. Не знаю, какой дыра ты попал. Сказку трибунала рассказать будешь, понял? Они тебе точно поверят. Сразу стрелять будут, если правду не скажешь. А ну говори, куда оружие с документами идет? Выбросил? В лес закопал! Да не дезертир я, товарищ боец! Не дезертир, честное слово! Я из будущего! Она дезертировала вправду. Не слишком похож. Ты посмотри, Юлай, на него внимательнее, посмотри. А я и сам так думал. Гладкий он шибко, как скотина по осени. Дезертир-то он голодный, паршивый. Глаз бегает, сам себя боится. Сразу слезу пускает, когда поймают. А этот сам на меня кричал, как полковник. Нет, не дезертир. Ну, конечно, никакой я не дезертир. Ну, с какого ж фронта мне бежать, если у нас фронта нет? Он шпион. Я сразу догадался, говорить только не хотел. Но товарищ военврач второго ранга умная, сама догадалась. Ты почему думаешь, что шпион? Так одет не по-нашему. Опять же документов нет. Видно, что паёк хороший кушал. Немцы предателей хорошо кормят. Шпион! Он сейчас насвистит. То дезертир, то шпион, так до Гитлера дойдет. На Гитлера я не похож? Похож! Совсем похож, такой же гад. С другой стороны, ну подумай, Юлай, был бы он шпион. Его бы одели как следует в нашу форму, да с заплатами. И поголодать с недельку заставили. Документами бы нужными тоже обеспечили, чтобы подозрений-то меньше было. А так, ну, странный какой-то шпион получается. Любой встречный во враги его зачислит. Вот, послушай умного человека. Дезертир нет. Шпион нет. Тогда кто такой? Ой, да мало ли сейчас людей случайных по дорогам бродит. Вот знаешь, слишком уж он уверенно про свое далекое будущее говорит, про следующий век, тебе не кажется? Товарищ военврач второго ранга думает, что он сюда через 60 лет пришел. Да нет, конечно, я-то нормальная. А вот он...
сожалению, с психиатрией я знакома весьма поверхностно. Ну, где-то читала, что шизофреники могут быть очень убедительными, отстаивая свою манию. То есть посторонний может даже не заподозрить, что разговаривает с душевно больным человеком. Так он псих? Ну, стопроцентной уверенности, конечно, нет, но очень похоже. Может быть, психиатрическую больницу где-то разбомбили? Или сам из какой-нибудь семьи ушел? А? Повезло тебе. Значит, я приду. Кто попал? Хотя псих это лучше, чем шпион. Эй, еще одно слово скажешь, убью. Лидия Николаевна! Лидия Николаевна! Здесь после раненых много грязного белья осталось, не успели постирать. Его тоже в мешки складывать? Нет, не нужно. Успеть бы главное увезти. Ну, тогда я почти все собрала. Настя, а ты покушай пока. На столе похлебка стоит. Сам делал. Вкусно. Спасибо, Юлай. Ты никогда про бедную девушку не забудешь. А это? Кто? Да вот, Юлай тут задержал наше отсутствие одну интересную личность. Псих он. Голова болеет. Здрасте, девушка. Настоящий псих? Представляешь, он утверждает, будто попал сюда из будущего, из следующего века. Как интересно. И что же он говорит? Как там люди будут жить в следующем веке? Ты знаешь, мы его, в общем-то, и не спрашивали. Нормально там все будет. Нормально. Меня лично вполне устраивает. Да? А тогда скажи, когда мы фрица победим? Война долго будет? Как сказать, в 45-м закончится. В мае. Прямо в Берлине и кончится. Флаг над Рейхстагом подымут. Салют устроят и все такое. И весело, в общем, будет. Это что же получается? Еще 3 года ждать. Так долго. Ну, я бы рад пораньше, да ничего не поделаешь. История, придется потерпеть. Ты не слушай его, Настя. Мы раньше победим. Сейчас только немного накопим силы, как дадим фрицу по башке. Через полгода война кончится. Ну, может, через год. Точно говорю. Ага. Перед войной вы тоже так же говорили. Будем бить врага на чужой территории. Красная армия всех сильней. Товарищ Сталин самый мудрый, самый дальновидный. И что теперь, сами видите, где ваш Сталин оказался? А ну заткнись, собака! Товарищ военный второго ранга. Это не псих. Это главный диверсант. Сюда послали пропаганду делать. Кто может про товарища Сталина плохие слова говорить? Только шпион. Враг народа. Разрешите его стрелять, товарищ военный второго ранга. Да ты что, очумел совсем, что ли? Что я такого сказал-то? Это сейчас просто временные трудности. Дальше все пучком будет. И войну выиграем, и народное хозяйство восстановим. Под руководством товарища Сталина. Ну, успокоился? Нет! А теперь говори, когда коммунизм победит. Ну! Ну, сразу трудно сказать. Такого дня ведь не было, чтобы всем по радио объявили: товарищи, с сегодняшнего дня настал полный коммунизм. Постепенно же все делалось. Ждали, пока народ дозреет, благосостояние возрастет до беспредела. Про деньги все совсем забудут. Потом только-то... Туда-сюда хвостом не виляй. А ну говори честная правда. Я и так, я правду говорю. Стоять! Стоять на месте, не двигаться! Правду вам сказать? Да никакого коммунизма не будет. Вообще. Даже от вашего долбанного социализма ничего не останется. Все через 50 лет разлетится к чертовой матери. Дурак я. Руки ему вязать сразу надо было. Во-во, вы только и умеете, что руки вязать да рот затыкать. Слово не так про Сталина сказал — расстрел. В коммунизм не поверил — расстрел. Сколько вы уже так людей в лагеря загнали, сколько постреляли, не сосчитаешь. Думаете, все шито-крыто, никто не узнает, а все через 50 лет всплывет, все. Да я кучу фильмов про ваше время видел, книжки читал, там такие фактики, крыша едет. Молодой человек, перестаньте кричать. Успокойтесь.
Успокойтесь, все ваши сказки выглядят не очень убедительно. Да вас разве убедишь? Да как можно человека убедить, если он не хочет убеждаться? Да тут хоть облезни. Вы же все так и будете с красными флагами ходить. За своего Сталина на митингах глотки рвать. И все виноватых ищете. То царь у вас виноват, то враги народа, то диссиденты, то демократы. Одни вы все в белом, хоть и жили всю жизнь в дерьме, пламенные большевики. Я тебя все равно убью. Стоять! О, не двигайся! Товарищ военврач второго ранга. Красноармейцы должны делать то, что вам приказано. И ты стой! Я буду стрелять, я тебе обещаю! Послушай, ты же говорил, что ты из будущего. Я следующего века, правильно? Ну? Ну, так, что же выходит? Я гожусь тебе в бабушке? Да нет, не лично тебе, а так вообще. Если подумать, ведь так получается-то. Ну, допустим, а что смешного? Так в кого же ты собираешься стрелять-то? Или у вас в будущем стреляют в собственных бабушек? Да при чем здесь бабушки? Да если не я вас, тогда вы в меня. Вы же меня уже просто так не отпустите. Такое же не прощается. Так пулемет же у тебя в руках. Иди. Кто же тебя с пулеметом-то задержит? Вот дверь. Иди. Куда иди? Куда? К своим иди, к немцам. Да какие же не свои-то? Я ж по-немецки всего 3 слова знаю. Хандехох и Ауфидерзейн. И то с акцентом. Они же меня тоже убьют, я же не фашист. Как не фашист? Фашист! Раз против нас, значит фашист. Или так выбирай, или так. По-другому не получится. Послушайте, а французы? Они же тоже против немцев. Но и советской власти у них нет, а? А американцы? Они тоже иногда Сталина ругают. А ты что это вдруг американцем стал? Тебе что тут? Америка теперь? А ну давай сюда! Прекратите кричать! Нет. Давайте успокоимся. Я вижу, вы действительно не желаете отсюда уходить. И в тот бред, который вы несете, тоже не очень-то верите. Видимо, это какая-то инерция психоза. Я лично это так понимаю. Значит, давайте договоримся. Вы сейчас положите оружие на пол, а мы забудем обо всем, что вы сейчас говорили. Я вам не верю. За нами приедет машина. Мы возьмем вас с собой, переправим в тыл, там подъедем. Я не верю вам! Придется поверить, времени больше нет. Стой! Делайте со мной, что хотите. Товарищ военврач второго ранга. Что делать? Ничего. Ожидать. Нам только ожидать осталось. Слова плохие говорил. Все равно наказать надо. Улай, ты считаешь, что такие слова мог сказать нормальный человек? Нет, конечно. Ну, а с больного человека какой спрос? Оставь его. Он уже теперь ничего не сделает. А вам, если у вас еще осталось, ну, хоть капля разума, я советую впредь молчать. Лидия Николаевна, Юлай, простите меня, я очень испугалась, очень. Не смогла с собой совладать и выбежала, струсила, простите меня. Ну за что тебя прощать? Он же мог вас всех убить из-за того, что я убежала. Я бы ему убил.
Я думала, что после той бомбежки, когда маму с братишкой убила, я уже ничего не буду бояться. Думала, они у меня уже весь страх разбомбили, ничего не осталось. А сейчас опять такой ужас навалился. Все. Так ты же смеялась. Все. Я от страха. Извини, так все по-дурацки получилось. Я и сам испугался. Ты мужчина, а она девушка, понимать надо. Не будем драматизировать ситуацию. Тихо. Кажется, едут. Слава Богу. Юла и Настя, давайте вниз. Начинайте быстро погрузку. Каждая секундочка на счету, нужно быстрее ехать. А с этим что? Да, что же с ним-то делать? Ну ладно, постой здесь. Мы с Настей встретим, потом решим. Опять из-за тебя все дело стоит. Да ладно, ты и так хреново. Сначала нужно кое-в чем разобраться. Господи, да? Да в чем, собственно, разобраться? Давайте начнем грузиться. Вещей много, времени мало. Если будет нужно, в дороге поговорим. Вы, кстати, не представились. Капитан Лобудыгин, наркомат внутренних дел. НКВД? Военврач второго ранга Огурцова. Так что с погрузкой? Хорошо. Пусть ваши люди займутся погрузкой, а мы с вами побеседуем. Как вам будет угодно. Ваш боец, надеюсь, нам поможет. По шаманевому случаю что-нибудь найдется, товарищ доктор? А то и вторые сутки не жравши, думал, да я до места по кемарю, да каким-нибудь харчом заправлюсь. А тут товарищ капитан всех из кузова повыкидывал, развернул себе. Вот и не вышло. Убивший бабарыка организму куском порадовать. А? Я, право, не знаю, но еда в котелке. Покушайте, правда, наверное, уже все холодное. Разрешите, товарищ капитан? Ешь, только быстро. Есть! А то, что холодное, это ничего. По холодку и зубы шибче бегут. А может, у вас еще и спиртика для сугрева найдется, а? Бабарыка! Забываешься. Виноват, больше не повторится. А это что у вас за клоун? Почему так странно одет? Почему вместе со всеми не пошел грузить вещи? Видите ли, здесь странный случай произошел. Этот человек появился здесь буквально за час до вашего приезда. Вероятно, он психически ненормальный. Что значит вероятно? Во всяком случае, он утверждает, что попал сюда из будущего. Из будущего? Да. И на этом основании вы полагаете, что он ненормальный? А вы что? Прикажете с этим согласиться? В моей практике был случай, когда человек заявлял, что он внебрачный сын второго интернационала. По-вашему, он был ненормальный? Нет. Он просто очень хотел жить. О! У нас в поселке тоже был один юродивый. Босиком по снегу бегал. Ну, все жалели его, дурачка. А потом его с контору за год пушнины ограбили. Оказалось, добра, правда, при нем не нашли, но 8 лет дали. Вот тебе и дурак. Я не знаю, что было в вашей практике, но я с таким сталкиваюсь впервые. Кстати, у него была прекрасная возможность удрать отсюда. Почему не удрал? Не знаю, видимо, некуда ему идти. Может быть, может быть. С другой стороны, зачем Магомеду идти к горе, если гора сама на всех парах сюда двигается? Я не понимаю. А кто этот боец с перевязанной головой? Капитан, давайте сначала определимся. Извольте отвечать, товарищ военврач второго ранга. Вы не смеете мне приказывать. Смею. Еще как смею. Хорошо.
Боец, легко раненый красноармеец Сайдашев, готовился на выписку. Когда все эвакуировались, он остался с нами, чтобы помочь с погрузкой. Вы ему приказали остаться? Нет, он сам вызвался. Значит, во время немецкого наступления сам захотел остаться в районе, покинутым нашими войсками. Какие-то странные выводы вы делаете, капитан. А девушка? Настя оказалась в госпитале месяц назад. Она вместе с семьей эвакуировалась куда-то на Урал и попали под бомбежку. Ее мать и брат погибли. Прибилась к нам, так и осталась. Сейчас делает раненым перевязки, ну и все остальное. В общем, это наша медицинская сестра. У нее были документы? По-моему, были. То есть вы не уверены? Вы видели тела ее погибших матери и брата? Вы что говорите? Она вся черная была от горя. Неделю есть не могла. Да мы же ее еле отходили. Ну, вы... Значит, не видели. Странная у вас тут подобралась компания. Знаете, все это говорит не в вашу пользу. Что значит не в мою пользу? Вы на что намекаете, капитан? Как ваше имя и отчество? Лидия Николаевна? Лидия Николаевна, сколько сегодня утром в вашем распоряжении было машин и подвод? Катастрофически мало. Катастрофически мало для чего? Для эвакуации раненых пришлось их чуть ли не штабелями укладывать. Кто более-менее мог ходить, ушли сами. Но этого транспорта вполне бы хватило, чтобы вывезти все документы, которые у вас валяются, как ненужный мусор, как пустые, ничего не значащие бумажки. Это очень плохо, товарищ военврач второго ранга. Ну почему же валяются? Ну почему же валяются? Ну, конечно, доставали все в спешке, снесли в одну комнату, ну, разложили как придется, но ничего не пропало, сами можете убедиться. Сейчас загрузим в машину и на месте все рассортируем. Я не понимаю, почему вы придаете этому обстоятельству такое большое значение. Вы действительно не понимаете. Безусловно, эти документы очень важны. Будь у меня такая возможность, загрузили бы все сразу, поверьте, я бы и сама здесь не осталась. Но пришлось выбирать между ранеными, беспомощными людьми, которые могли пропасть, и вещами с бумагами. И вы, как человек гуманный, отдали предпочтение беспомощным раненым людям. Зачем вы мне задаете эти ненужные вопросы? Лидия Николаевна, вы который месяц на фронте? Второй. Правда, не совсем на фронте, около фронта. Госпиталь считался тыловым. Но все так быстро переменилось. Все равно, вы должны были уже понять, что значит для полка его знамя. Простите. Да при чем здесь знамя полка? Можно ведь посмотреть на знамя, как на кусок выкрашенной тряпки. А можно, вернее нужно, считать его святыней, символом солдатской доблести. Не так ли, Лидия Николаевна? Да, конечно, но я не понимаю. А вот эту книжку красноармейца тоже вольно воспринять, как за кусок ничего не значащий картона. Или посчитать ее частью знамени, которая вполне могла попасть в руки врага. Господи, какая глупость. Сдается мне, товарищ капитан, эта дамочка тут тоже не в своем уме. Что? Или придуривается. Что? Братва жизни своей не жалеет ради знамени. Под танки бросается, пули животом ловят. А ей это вроде бы игрушечки. Шуточки вроде бы. Вы на всякий случай обратите внимание. Ты, кажется, уже поел? В этом деле я истребитель. Ну так иди помоги товарищам. Закончите там, поднимайте сюда грузить бумаги. Есть! Вмиг загрузим! А вы все-таки, товарищ капитан, обратите внимание.
Вы ждете, что я сейчас буду оправдываться. Но оправдание-то все равно частичное признание своей вины. Вот, мол, все знала, все понимала, но не смогла отправить документы по независящим от меня обстоятельствам. Вы какого признания от меня ждете? Я ничего от вас специально не жду, Лидия Николаевна. Тем более, что порой раскаяние, даже самое искреннее, самое чистосердечное, порой на поверку оказывается лишь попыткой напустить туману. А уже чистосердечное раскаяние? Вы что же, капитан, действительно считаете, что я специально оставила здесь эти документы для того, чтобы передать их в руки немцам? Да в конце концов, какие у вас есть основания для таких абсолютно нелепых подозрений? Да даже не подозрения, а утверждений. К сожалению, Лидия Николаевна, у меня нет никаких оснований утверждать обратное. Документы не вывезены, возле них оказываются какие-то подозрительные типы. Ведете вы себя вызывающе, как будто мы совсем не кстати вас потревожили. Послушайте, капитан, она здесь не при делах. Я тут совершенно случайно оказался, сам не понимаю как. Конечно, чтобы я тут не говорил, вы мне все равно черта с два поверите. А вот если бы поверили, я вам много интересного мог рассказать. Я знаю, что дальше будет. Сталинград, Курская дуга. Без подробностей, правда, в общем плане, но вашим командирам интересно будет. До сих пор ты вел себя умно. Я за тобой наблюдал. Ты молчал и почти не двигался, и правильно делал. Потому что если бы ты дернулся чуть резче, то я тебя сразу пристрелил бы. Ты меня понял? Понял. Рассказать что-то интересное ты еще успеешь. Потом. У нас будет время разобраться. Да, я считаю это лучшим вариантом. Приехать и во всем разобраться с вашим начальством, потому что с вами, как я поняла, разговаривать бесполезно. Вы какой-то, непробиваемый, как сундук. Вы хотели сказать, как там? Что хотела, то и сказала. Хорошо. Отложим разговор. Все, что осталось. Снаряд, если сильно свистит, далеко падает. А тут я звук совсем не слышу. Нас не задело. А товарищ военврач попал. Плохо. Плохо. Ногу перебила. А еще где-то задела. Ай, ну дай бог все обойдется.
Очень больно. Товарищ Лидия Николаевна. Больно, Юлай, больно. Вы потерпите немножко. Скоро у нас. Скоро. Все, товарищ капитан. Стало быть, приехали к месту назначения. Нет, никакой надежды починить. Да какой там? Все утро в машине разворотило. Месяц не собрать. Я шью по винтику, по железочке. Суки! Что делать будете, капитан? Что делать? Фриц через полчаса здесь будет. Врача в охапку и уходим. Правильно я говорю, товарищ капитан? Нет, документы нельзя оставлять. Документы? А как же теперь? Нас же ведь здесь всех прихлопнут. Ура, крикнуть не успеем. Уходить надо, товарищ капитан. На себя грузить будем. Сколько можно? Далеко ли ты груженым уйдешь, Джигит? Да еще есть раненый. И вон, еще одна обуза. Да придурка, давно в расход отправить пора. Нет, эта проблема не решит. Вы сейчас меня опять в чем-нибудь заподозрите, но мне уже все равно. Капитан, не делайте вид, что в этих продаттестатах и историях болезни содержатся какие-то страшные секреты. Они абсолютно никому не нужны. Зачем вы людей на смерть ради этой бумаги оставляете? Это глупо, капитан. Забирайте всех и уходите. Время еще есть. Ой, меня можете оставить здесь. Я уже не жилец. Почему? Меня не только в ноги ранило. Еще один осколок в животе сидит. Ой, не с такими ранами выживали. Вы забываете, капитан, что я врач. Впрочем, если не доверяете, боитесь, что я достанусь фашистам, чтобы совесть чекистская потом не мучила, можете меня застрелить прямо сейчас. Да что вы такое говорите, Лидия Николаевна? Мы без вас не уйдем. Прекратить истерику! Я вас прошу. Я не мог вам всего рассказать. Да и сейчас не имею права. Но, видно, по-другому не получится. Лидия Николаевна, 2 дня тому назад в районе деревни Малявина, это в 50 километрах отсюда, была задержана немецкая диверсионная группа. Слава богу, не всех сразу удалось убить. Кое-что удалось выяснить. Так вот, кроме всего прочего, месяц тому назад в наш район они забросили другую группу. При переходе линии фронта она попала под жестокие обстрелы, выжить удалось лишь одному. Его серьезно ранило. Но так как он был в форме советского офицера, наши бойцы, естественно, его приняли за своего и переправили в тыловой госпиталь. По всем прикидкам, ваш госпиталь, Лидия Николаевна. Так выходит, они здесь еще и фрицев лечили, а? Она меня тоже лечила. А может, и все здесь? Помолчи, бабарыка! Что вы от меня хотите? За месяц через этот госпиталь прошло столько раненых офицеров. Давайте рассуждать логически. Так. Прибыл он к вам с 17 по 23 число прошлого месяца. В звании либо старший лейтенант, либо капитан, ну, может быть, майор, ну, хотя вряд ли. Ранение достаточно серьезное, но не смертельное, так что еще. А лет ему от 35 до 40. Я понимаю, не густо, но этого вполне достаточно, чтобы очертить определенный круг людей, но дальше легче. Вы хотите, чтобы я назвала вам какие-то фамилии? Но я не всех помню. Не всех больных я оперировала. Не у всех знала звания. И тем более сейчас я не могу сказать, когда они поступили. Но ведь данные должны быть записаны в формуляре, не так ли? Да, конечно. Постарайтесь отыскать
Времени у нас мало, вернее, его совсем нет. Но это очень важно. Если мы не отыщем этого волка, то он столько жизни может загубить. А во всей этой медицинской бухгалтерии только вы кое-что соображаете. Вы меня поняли, Лидия Николаевна? Поняла. Настенька, подноси мне истории болезней, которые завели с 17-го по какое-то... С 17 по 23. Поняла. Действуйте, Лидия Николаевна. А мы пойдем с бойцом и сходим на разведку. Может, постреляем, чтобы время оттянуть. Как ваша фамилия? Красноармеец Сайдашев, товарищ капитан. Какое у вас имеется оружие? Ручной пулемет, 3 гранаты и 3 коробки патронов. Так, пулемет оставьте здесь, а гранаты возьмите с собой. И... Бабарыка! Да! Отдай бойцу Сайдашеву свой автомат и все патроны. Сам останешься здесь. Всем все ясно? Так точно. Выполняет. Так точно. Все будет как надо, товарищ капитан. Только вы уж постарайтесь поскорее. Кто знает, что у них здесь на уме. Капитан, разрешите? Не больше. Товарищ Лидия Николаевна, не знаю, какое хорошее слово вам сказать. Много таких слов сказать надо. Вы добрый человек. Мне добро делать, Насте делать, всем делать. А значит, вы здоровой будете. Точно говорю. Меня тоже. Хорошо вспоминать. Спасибо, Юлай. Спасибо тебе за все. Спасибо. Наклонись ко мне. Теперь иди, сынок. Настя, хотел поговорить с тобой. Поговорим, Юла. Думал, потом не успел, вот. У нас много времени впереди. И сейчас, и после войны наговоримся обязательно. Нет, не успел. А знаешь, почему я вместе со всеми не поехал? Знаю. Из-за тебя. Знаю, Юлай. Я была рада, что ты остался из-за меня. Очень рада, поверь.
У меня ведь теперь два близких человека. Лидия Николаевна и ты. Ты правду сказала? Правда. Конечно, правда. Ты ведь мне теперь родной, Юлай. А почему раньше не говорила? Вот, сказала. Умирать страшно. Всегда страшно. И теперь тоже страшно. Но ты думать обо мне будешь. Совсем другой страх получился. Нет, Юлай! Зачем ты о смерти? Не нужно. Помнишь, ты звал меня к себе в гости туда, где ты жил? И я приеду к тебе, Юлай, а ты меня на лошади будешь катать. Помнишь, ты обещал? И река у нас очень красивая. Да, и на реку твою мы с тобой вместе пойдем смотреть. Там хорошо. Летом купаться хорошо, а летом на лошади. Ночью луна, тепло и страшно чуть-чуть. Не так, как сейчас, совсем чуть-чуть. А на берегу костер горит. Юлай! Не увлекайтесь! Нашли время шуры-муры разводить. Боец Айдашев, на выход! Эй, ты, который завтра пришел, слышишь меня? Какой там завтра коммунист будет, я не знаю. Твое дело. Я сейчас умирать пошел. Знаешь зачем? Из-за нее. Из-за нее. Из-за тех, которые там дома. Понял? Прости, я не хотел, чтобы так все получилось. Если можешь, зла не держи. Ладно. Прощайте. Может быть, вернется еще. Да чего все по нему плачете? Вы по себе плачете, как кури передушат всех за 5 минут. Уходить надо. Настя, дай на шатырке. Ай, плывем все. Сейчас. Я не могу, да, буквы различить. Сейчас, Николай. Сейчас, миленько. Может быть, вас еще раз перевязать? Нет. Обезболивающее сделать? Нет, не нужно. Не поможет уже. Отбирай истории и неси мне. Может, и вправду не зря все. Конечно, не зря. Не может быть, чтобы зря. Сейчас соберем все, что нужно, и пойдем к своим. Должны успеть. Давайте я вам помогу. Я все-таки тоже читать умею. Вы знаете латынь. Ой. У вас что, звание и фамилии по латыни написано? Да, конечно, помогите, Настя. Это кто тут и кому помогать собрался? А ну-ка сядь на место, где сидел. Кому сказал? В чем дело? Боец Бабарыка, кажется. Мы-то Бабарыка. А вот он-то кто такой? Да, кто бы ни был, если хочет помочь, пусть помогает. Это если помочь. А если он с этими бумажками диверсию устроит? Ты что, их съем, что ли? А хоть бы и съешь, откуда мне знать? Да не говорите же ерунды, на подозрительность уже времени не осталось, и сил тоже. Это у вас не осталось. А у нас еще осталось. А ну, убрал руки от бумажек, кому сказал? Отец Бабарыка, я вам как старший по званию приказываю замолчать и не мешать сортировке. Да вы пока старший по званию. А вот капитан вернется, ему ваше звание как глухому свисток. А он обязательно вернется. Первого вас расстреляют за срыв задания. Это мы еще посмотрим, кто здесь и кого расстреляет. Вы, кажется, спирту у меня спрашивали в соседней комнате среди пузырьков. Поищите.
там оставалось? А как я его там найду? По запаху. Опыт, вижу, есть. Ну-ну. Ладно. Разбирайтесь здесь сами. Но только учтите, если что, стреляю без предупреждения. А капитан вернется. Разберемся. А ты чего это вдруг решил нам помочь? Жить хочется. Во сне ведь тоже жить хочется. Да и потом, почему бы своим не помочь? Мы тебе теперь все-таки свои. Свои. Это я вам чужой. Не верите? А ты бы сам-то поверил? Не знаю. Нет, наверное. Здесь истории двух сержантов не нужно. Несите только офицерские. А ты все-таки расскажи, как там у вас в будущем-то все получится? Только без политики всякой. Зачем? Все равно не поверишь. Интересно, тебе что, жалко? Нет, не жалко. А что тебе рассказать? Ну вот, например, какое самое-самое-самое замечательное событие произошло в ваше время? Самое замечательное? Не знаю. Что? Совсем ничего не случилось? Да нет, почему же? Да много чего. А, вот, вспомнил. Человек в космос полетел. Правда? Да. Наш Юрий Гагарин. К самим звездам? Да нет, пока вокруг Земли. До Луны, правда, американцы тоже долетали. И что там на Луне? Да ничего, пусто. Ой, все равно замечательно. Человек в космосе. Вы слышали, Лидия Николаевна? Слышу, слышу. Ты, Настенька, сильно не отвлекайся. Еще один вопрос. А болезнь у вас там, наверное, все победили, да? Люди только от глубокой старости умирают. Да, победишь их. Одни вылечились, сразу другие появились. СПИД, например. Всех косит, только успеваю уворачиваться. Что такое СПИД? Ну, зараза такая. Ну, вроде сифилиса или холеры. Ну, никто вылечить, в общем, не может. Да и остальных инфарктов хватает. По пьянке многие кончаются. Не, слишком долго тоже не живут. Странно, да? Космос и пьяная смерть. Ты не думаешь, что все уж такие алкаши? Есть и которые нормальные, спортом там занимаются, науку двигают, книжки читают. Это кто что выбрал. А ты что выбрал? Ты ничего еще не выбрал. Так. Школу кончил, ботинок стал в институт засовывать. А мне в лом. Полгода в институте протусовался, слинял. Решил почелночить, тоже не получилось. Сейчас хочу в охрану податься, одному жлобу в офис караулить. Там посмотрим. Я не совсем поняла, что ты сказал. Кто такой ботинок?
Почему он тебя засовывал? Да и вообще. Ну, ботинок. Ну, батя, значит. А засовывал? Ну, потому что сейчас в институтах двери узкие. Исключительно пачка денег раздвигаются. Да и нафиг мне нужно это образование. Как? Да вот так, не хочу и все. Челночить? Ну, торговать, значит. 2 ходки в Турцию, уже нормальные бабки можно сделать. Ты все равно не поймешь. А любовь? Что любовь? Ну, любовь осталась? Конечно, осталось. А куда же она денется? Вечером зайдешь на дискотеку? Танцы, по-вашему. Снимешь, с девушкой познакомишься, и вся любовь. Не знаю. У меня один приятель из-за своей девчонки из дома ушел. На чердаке жил. Говорили, что дурак. А я до войны тоже любила на танцы ходить. У нас в парке очень хороший оркестр играл. Курсанты с пехотного училища ходили. И парни с вагона ремонтного. С виду вежливые, но тоже только чуть поддайся. Где? Где это стреляет? Это в конце улицы, метров 400 отсюда. Совсем близко, а? Дергать надо, а? Это Юлай. Господи, помоги нам всем. Да что Господа ждать? Самим думать надо. Уходим, я говорю. Что? Вот, отобрали 2. Все посмотрели. Да, почти все. Вот, одна пачка осталась. Плохо, можем не успеть. Да точно не успеем, товарищ капитан. Отрываться надо. Сколько вам еще нужно времени, Лидия Николаевна? Не знаю, не вещайся. Бабарыка, бери пулемет и дуй к нашему бойцу на подмогу. Держите этих сук до последнего, ну хотя бы еще минут 20. Да куда? Куда, капитан? Что там с этим пулеметом сделал, а? Капитан, уходить надо, уходить, капитан. 15 минут, потом отходите, все выполнять. Ну ты что, капитан, ты что, не понимаешь? Что это все, амба, нас сейчас здесь всех положат. Я не хочу, капитан, я помирать не хочу. Помирать никто не хочет. А ты перестань, капитан. Ты перестань. Мы сейчас здесь все ляжем. И ты ведь тоже орден не успеешь заработать. А если успеешь, то зачем тебе мертвому орден? Мертвому уже ничего не нужно. Ты послушай, капитан, послушай. Вот я здесь не было, а я слышал, как они здесь говорили про свое светлое будущее. Хорошо у них там в будущем. Будут жрать, спать, в институтах, твою мать, по выбору учиться. В космос летать. А я тоже, капитан, понимаешь? Я тоже хочу в будущем жить. Да будущее кому-то зарабатывать нужно. Кто я? Вот я должен этому хорьку будущее зарабатывать. Своим горлом простреленным. И не ему, и не себе, а своим детям. Ты перестань, капитан! Перестань! Красивые слова говорить. Проще нужно быть. Понимаешь, капитан? Проще! Бросай ты их здесь с этими бумажками и уходим отсюда. Ну кто проверит, капитан, а? Доехали мы сюда или не доехали? Скажем, по дороге машину вбомбили. Ну решай, капитан! Нет, Бабарыка, не получится нам с тобой вместе идти. Не суждено. Боишься? Скажи честно, а? Боишься, капитан? Тебе приказ дали, чтобы ты без этих бумажек не возвращался? В случае неповиновения крышка, да? Ведь ты ж нас здесь, поэтому всех подыхать оставляешь. Ты же о себе думаешь.
Сука, а! Или тебе приказ дали свидетелей не оставлять? Да, капитан? Ну так ты скажи! Скажи! Я же помогу капитану! Ну! Николаевна! Лидия Николаевна! Ну, товарищ военный врач! Она не дышит никак. Случилось, а? Лидия Николаевна! Ну вот! Еще один свидетель меньше! Решай, капитан! Вот так, Гриша. Я решил. Вот. Она еще одну карточку отобрала. И в руках у нее последняя осталась. Давай тоже сюда. Майор Фролов, старший лейтенант Рудзутак, старший лейтенант Иваньков, капитан Шац. Запомнила? Да. Повтори! Я запомнила. Хорошо, теперь иди. Куда? К нашим. У тебя у одной шанс есть выбраться. Выходи черным ходом. Дойдешь до речки, ищи брод. К мосту не иди! Перейдешь речку, сориентируйся на северо-восток. Сможешь? Попробую. Смогу. Ну, а дальше как повезет. Если схватит, говори, что местная. Может, поверит. Хотя вряд ли. Дойдешь до наших, требуя особиста. Все ему расскажешь, но там разберутся. Фамилия не забыла? Фролов, Иваньков, Шац, Рудзутак. Хорошо. Иди. А вы? А я здесь останусь. Он вместе с товарищем. Иди, у тебя фора минут 10, пока мы тут. Может быть, все вместе? Нет, втроем не уйти! Тогда прощайте. Прощайте, Лидия Николаевна. Простите меня за все. И ты прощай. Больше уже не увидимся, если только в космосе. Почему? Я должен сюда прийти через много-много лет. Я не доживу. Почему? Тебе будет всего лишь чуть-чуть за 70. За 70? Какой ужас. Ты, конечно, ненормальный. Ты, конечно, псих. Но я тебе верю. На выход! Прощайте. Если дойдешь и выживешь, дай о себе знать. Что мне делать?
Ждать, когда пристрелят. Как? Просто сидеть и ждать? А что, слишком скучное занятие? С одной стороны, тебе можно позавидовать. Сумасшедшим, наверное, наплевать на смерть. А? Тебе наплевать? Нет, не наплевать. Но ты же уверен, что будешь жить в будущем. Если я не сумасшедший, то да. Но все равно страшно. Ты сумасшедший. Ну и в каком году ты должен родиться? Лет через 40 с лишним. Ого! Слушай, так может быть и я тогда на другой заход пойду. По другим именем, по другим фамилиям, по другим бренным телам. Ну тогда считай, мы с тобой ровесники. Не знаю. Вот и я, брат, не знаю. Ну хотя вряд ли. Пустота. А может быть и ее нет. А почему же вы тогда сами-то не ушли? Ведь вы могли бы в одиночку. Ведь смогли бы. Не факт. Ну, наверное, смог бы, если в одиночку. Тогда почему Настю отправили, а не сами? Заткнулся бы ты, пытливый потомок. Да потому что если кто-то уходит, то кто-то другой должен остаться. Пожалели, что ли? А вы людей арестовывали? Зачем тебе это? Да слышал, в ваше время особо никого не жалели. Правильно слышал. Стреляли без суда. И это было. Вот. Еще одного невинного пристрелил. Кого? Немец молоденький. Во двор полез. Герой молокосос. Лет 20, наверное. Почему невинного? Он же враг. Враг-то спорит. Только как он этим врагом стал? Он что, сам сюда пришел? Его обули, одели. Дерьма в голову наложили и сказали: иди, гад, воюй за родину. Родился человеком, а помер полминуты назад фашистом. Хреновая биография! Вам что, и его жалко? Нет, он враг. А как он стал, неважно. Он бы меня тоже убил, не сомневайся. И все, в кого вы стреляли, были врагами? Ох, и вопросы ты перед смертью задаешь, потомок. Такие, что и после нее не ответишь. Боитесь? Да чего ж теперь бояться? Я тебе скажу. Я перед тобой хорошим прикидываться не буду. Среди нас вообще хороших мало осталось. Безвинных много, хороших мало. Человеки от природы. И подлости, и трусости, и других грехов столько, что не вычерпаешь. Везет он некоторым. Проживет такой человек тихо в колее, лет 80. И помрет незаметно в этой же колее. Никто не поймет, что у него задушонка была. А некоторые жизнь проверяет. То по морде даст, то по хребту, по неволе все свое нутро покажешь. Так вот, я тебе скажу. Редко у кого оно красивое бывает, редко. Бывают, конечно, люди, но я не из таких. Страха во мне много. Сначала, конечно, верил во что-то. И любил и себя, и светлое будущее. И врагов ненавидел. Горло был готов перегрызть всякому, кто мешает мне эту светлую жизнь строить. А потом задумался. Отчего же этих врагов все больше и больше становится? Да откуда же они берутся? А отовсюду. Из одноклассников, из коллег по работе, из близких и знакомых друзей. Задумался и страшно стало. Выходит, что следующим врагом я сам должен быть, понимаешь? Раз я об этом задумался, значит, я враг. А если кто-нибудь догадается,
что мне конец. И вот, чтоб никто не догадался, я стал этих врагов все больше и больше уничтожать. Они боятся и друг на друга доносы пишут, а я боюсь, и эти доносы в дело пускаю. Врагов все больше и больше, а самому застрелиться сил не хватает. Война началась. Думал, легче будет. А тут уж все понятно. Тут ты, там враг. Да только вдруг какой-нибудь лейтенантик наш по пьянке ляпнет что-нибудь не то, и тебе его через колено ломать приходится. Правда от него добиваться, которую он и сам не знает. Вот так-то. Да я себя не оправдываю. Крови на мне много, да поздно мне уже оправдываться. Только вдруг под конец перед самим собой честно захотелось быть. Может, хотя этой девчонке повезет. А? Потомок? Не знаю. Вот и я, брат, не знаю. Знаешь, а я ведь чувствовал, что придет кто-то перед смертью. Вот такой, как ты. А может быть, ты придуманный. А может быть, и нет тебя вовсе. Может быть, можно еще что-то сделать, капитан? Нет. Разве что покурить успеем. Знаешь, я когда людей на смерть посылал, всегда думал, смогу ли я ее по-мужски принять. Кажется, повезло. Хоть в этом повезло. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Вы что там делаете? А ну немедленно положите экспонат на место и выйдите за ограждение. Эй! Я вам говорю, положите на место. Осторожно. Он заряжен. Что еще за шуточки? Я только что из него стрелял. Это же муляж. Как муляж? Так. Мы что, по-вашему, будем здесь настоящее оружие разбрасывать? Я стрелял.
Перестаньте мне голову морочить. И вообще, давайте спускайтесь. Спускайтесь, спускайтесь. Что вы тут делали вообще? Последняя экскурсия ушла 2 часа назад. 2 часа назад? Да. И что ж здесь было? Да ничего. А немцы? Какие немцы? Послушайте, молодой человек, у вас вообще с головой все в порядке? Да. Да, все в порядке. Я не псих. Просто я из прошлого. Оно и видно. Послушайте, не убирайте эту экспозицию. Почему? Не убирайте и все. Пожалуйста. Да на что она вам всем так сдалась? Нет здесь ничего ценного. А это что такое? Кто это написал? Что? Ну вот же написано. Я дошла, Настя. Что? Что там написано? Я дошла, Настя. Она дошла. Она дошла. Она дошла.